Добрый день. Давайте начнем наш мастер-класс. Как гореть, не выгорая. Ну вот это название, как вы думаете, возможно ли гореть, не выгорая? Вообще в прямом смысле, если взять. Как вы думаете? Ну, все, что угодно. Если горит, то выгорает или нет? Как вы думаете? Ага. То есть я как понимаю, вечно будет гореть только вечный огонь, да? В памятниках, а все остальное у нас выгорает до пепла. То есть к чему это я? Я представлюсь, меня зовут Светлана Ланкунова, я психолог Центра социальной психологической поддержки семьи и молодежи. И сегодня я вкратце расскажу про профессиональное выгорание. То есть мы сегодня рассмотрим понятие, что такое профессиональное выгорание, признаки, этапы и как себе помочь. Как вы думаете, что такое профессиональное выгорание? Ага. Мгм. Мгм. Хорошо, вы все это правильно говорите. Но это у нас распространенная проблема, да, которую важно заметить заранее, да, чтобы не довести до депрессии, скажем так. Давайте я предлагаю сейчас, все-таки у нас мастер-класс, не лекция, поэтому я хотела бы от вас больше участия. Сегодня я хотела бы вас попросить по 3 человека разделиться или по 2, по 4, как вам удобно. Быстренько сгруппируйтесь. Я сама вообще не люблю скучные лекции, да и сама не лектор, поэтому больше в таком формате у нас пройдет. По 3 или по 4 человека. Угу. Остальные в эту сторону. Ага. Вы сюда, наверное. Организатор. Хорошо, давайте. Сейчас один из вас в группе будет работником. Да? Вы сейчас, наверное, помимо волонтерства где-то работаете, да? В своей работе или учитесь. Так, вы работник, один из вас работник. Стали, вы выбираете кого-то, и пусть этот человек встает. Ага. Так, работники стали, в группах стали. Сзади тоже встаем. Это несложно, ребята, не бойтесь. Так, хорошо, стали. Вот работники. А все остальные это, скажем, работа. Нагрузка, рабочие моменты там, или какая-то задача. Рабочие моменты. Ваша задача вот этого работника как можно больше загрузить или давить, или чтобы ему было тяжело. Понятно, да, задание? И это должно в течение 5 минут. Так, давайте начнем. Время. Вчера? Ага. Все встали и начинаем вот этого работника вот так вот. Кто-то давит, кто-то дёргает, да? Кто-то вот так опирается. Ну, конечно, не сильно, да? Не повреждая. Да, вот. Просто так опираться за плечо. Да, стоит. Кто-то вот так тянет, так.
Ага. Мгм. Чаре? Стоим. Это ваша работа, ребята. Это ваши задачи, так, которые вы выполняете каждый день. Вот это много работы. Вот тоже. Чаре? Вы все каян. Кеннитани тут хандытан, там элитини можете вот так вниз и так. Вот так вот, да, можно так опираться. Ага, стоим, 5 минут. Стоим. Можете менять. Ага. Стоим. Как вам, работники? Так, терпимо. Что? Некомфортно? Как? Тяжело? Как? А? Груз? Тяжело, да? Угу. Как ваша работа? Угу. Тебе? Как тебе? Нормально? Надо еще сильнее. Вас же 4. А ему комфорт. Так, стоим. Сколько у нас время? А? Только 1 минута прошла. Стоим. Стоим. Да, можете положение менять по желанию работника. Но вы стоим. Работа не ждет. Задание нужно выполнять, да. Угу. Да. Нужно срочно сдать эту работу, ребята, надо работать, да. Еще задание дали, да. Надо срочно вот это все успеть сделать. Еще вот там в волонтерстве тоже задание сказали куда-то там участвовать еще. Помимо вашей работы еще вот это задание, да. Ага, стоим. Сколько минут у нас? Да, 2 минуты, еще 3 минуты стоим. Помимо вашей вот этой волонтерской деятельности, еще там работа прибавилась где-то у родственника, что ли, на даче нужно там поехать копать картошку, да, огород. Без вашей помощи никак. Да. А еще учеба, да? Да. Семья еще дергает, да. Но мы сейчас рассматриваем работу, семью нет. Там отдельная тема. Стоим. Что вы чувствуете сейчас? Уже усталость. Так, что вы чувствуете? Усталость. Как? Ага. Передохнула и снова, да? Терпимо сейчас. Ага, так. Ага, уже привыкла. Ну, комфортно? Ну, как бы нормально, что это, вот это ощущение. У тебя как? Усталость, да? Ага. У тебя как сейчас? А? Уже терпимо. Держится. Так, хорошо. И у нас немножко осталось, наверное. Минута осталась, ребята. Еще стоим. Работа не отдыхает. Начальники не дремлют. Ага. Требуют и еще раз требуют. Да. Ага. Так. Угу. Так, хорошо. Ну все, давайте сели. Сейчас будем разбирать. Спасибо. Так, давайте посмотрим сразу про этапы, да? Этапы. Первое, что вы почувствовали? Ну, вы пошли,
Сначала обычно бывает, да, в профессиональном пути энтузиазм. Где? Энтузиазм. Давайте просто обозначим А, когда вот работаем, вот это все, когда уже перегруз, да, что вы начали чувствовать вначале? А? Усталость, утомление, где? Ну, скажем, усталость. Где? Эмоциональная и физическая, да? Мгм. Ага. После усталости, что уже начали почувствовать? Когда еще раз начинает давить, что вы потом... Да, это что? Как можно это говорить? Ага, отторжение, вот. Что еще? Борьба, что это? Чувство какое вызывает вот это все? Ну, негативное вот это раздражение, да? Раздражение, гнев, все начинает раздражать вот это все. Мы начинаем уже из-за усталости выливать свой гнев, может быть, даже своим домочадцам, да? Или на окружающих, на коллег и так далее. Дальше, после усталости, кто-то тут сказал, уже мне комфортно. Это? Да, это уже смирение. Все же так работают, да? Recording in progress. Смирение. Или можно по-другому обесчувствование. То есть, ну, все пофиг. Уже начинается вот этот интерес к жизни пропадать и так далее, да? Ничего не интересует и так далее. И четвертая стадия, когда уже человек выгорел, то какое состояние может быть довести? До депрессии. Ага. Вот этапы профессионального выгорания, основные этапы. Теперь скажите мне, у вас когда-либо было вот такое состояние из этих? Было. У тех, которые было, на каком этапе дошли дикка? На этом этапе? Ага. Сюда? Даже до депрессии доходило, да? Угу. Угу. И, Мгм. И как вы вышли из этого состояния? А? Отпуск, отдых, в общем, да? Ага. То есть, если вы в этом этапе, да, то есть здесь вы можете еще спасти себя тем, что вы можете отдохнуть. Да? Смена обстановки и так далее. Да? И тогда, возможно, вот этот следующий этап не настигнет. А если вот сюда депрессия, кто-то говорил, что до депрессии дошел, тут уже клиническая, не то, что вот из-за усталости, не путаем вот это состояние. Депрессия — это настоящая депрессия, когда вообще вот так ровно все. Ни радости, ни печали, вот ровно. Мое состояние ваш нуль, обнуляется. До такого состояния было. Мгм. 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 То есть вы вышли, да, из этого состояния сами, без чьей-либо помощи. Ага, хорошо. А какие признаки бывают, когда человек выгорел?
по каким признакам мы можем сказать, да, о человеке, ну, о коллеге, может быть, или о близком человеке, что он выгорел? Ага. Уставший, раздражительный. Ага. Мгм. Мгм. Жалуется человек, будет жаловаться на работу, да. Ошибки совершать будет? Ага, да. Раздражительность, да, он будет обвинять других, нетерпимость. Ага. У него уже не будет удовлетворенности от своей работы, да, и частые прогулы. М, А вы сами сколько процентов отдаетесь в работе из 100? А? Кто-то 100, да. Я не верю, что вы отдаетесь 100. 150 это невозможно. Это, где-то 60, да? Мгм. А те, кто считает, что 100-150% отдаетесь работе, вы получаете, не спите. Так, свои нужды не делаете, а? Мгм. Да, из своей, да, все, я вот про это. Свои силы же вы отдаете не только в работе, получается, да? Ну, в работе имеется в виду в рабочее время, Ден, это в рабочее время. Ну, как вы работаете? С 9 до 6, наверное, работаете? У некоторых до 8, да? Обед есть. Обеденный. Даже бывает так, без обеда, да? Мгм. То есть после 8 тоже работаем. А это где вы так работаете, если не секрет? Это в школе. Ага. Мгм. Да, учителей так, ага, после тохтиллерди. Ага. То есть вы отдаетесь 80 и от, от, от 90, да, скажем. Мгм. Так, по максимуму, скажем так. Мгм. Так, то есть вы на этапе терпеть, да, я так поняла. Вы терпите, да? Или вы считаете, что вы сами себе заботитесь о себе, чтобы не дойти до этого? Ну, руководство. Не, вот с 9 до 6, например, это, в принципе, нормально, да? С обедом. Да, да. А в пределах этого уже, например, смотрите, у нас 24 часа в сутки, да? Из них, например, стали 7 часов, 2 часа на завтрак, на проезд, потом работа, после работы хасполары, грубо тем, которые до 6 работают, это еще, да, в норме. Остается до сна, например, в 10 уже мы спим, где? 4 часа каждый день. Из них, если говорить, минус там час на дорогу или 2 часа дороги, еда, и 2 часа вот
драгоценное время, 2 часа. На что вы обычно тратите, например, в среднем? Домашние дела. На домашних, да, готовка, уборка, да. А? Мгм. То есть вы семье удаляете время, вот это 2 часа. А выходные есть? Суббота, воскресенье? Только воскресенье. Один день выходной. Мгм. То есть, смотрите, усталость у нас возникает из-за чего, например, как вы думаете, не из-за того, что во время рабочего дня я вот это все делаю, это, ну, с 9 до 6 я все равно работаю, как бы там много или мало, да, все равно я там в рабочем месте. А из-за чего мы устаем, как вы думаете? Отдыхаем день, как, что вы имеете в виду? Что там включается в отдых, а? Ну, нет, вот смотрите, у нас из 24 часов сон у нас, если 22 засыпаем, конечно. Но некоторые поздно засыпают. Вот если вот так, то уже мы достаточно высыпаемся. Это и есть отдых. Это основной вид отдыха. Сон. А? Да, вот в чем вопрос, да? Во сколько мы засыпаем? Да. Мгм. И выходной тоже превращается в домашние дела. Ага. Тогда, чтобы не устать, как вы справляетесь или высыпаться? Ага. Правильно питаться, да? Мгм. И вот этот распорядок дня. Правильно, да? А? Ну, это да. Но если там есть нагрузка, но если даже моя любимая работа, но я об этом думаю даже дома, перед сном, и тогда я все равно от этого устану. Мы про усталость. Ага. Что еще? Вот, например, вас как зовут? А? Кристина. Ага. Скажите, пожалуйста, почему вы взяли? А еще я вот там вот так. Если не хотите, что вы можете сказать? Ну, что прямо вот возьми. Вот, правильно, да. То есть что? Умение говорить нет, вот это, ну, скажу так, что прежде чем брать на себя что-то, да, всегда думайте, вам это надо. Если не надо, очень кратко можно сказать нет. Все, обозначили границы и все. Это касается не только в работе, да, когда вы домой идете, и там тоже делаете работу. Я про это. Это вам надо? Вам это совсем на самом деле не надо. Вы это должны делать в рабочее время. Вы должны запланировать свою работу так, чтобы успеть в это время. А все остальное, вот четкая граница нет. Угу. Да.
И человек от чего встает? Он, если гневится, да, раздражается от собственной беспомощности. Если на него сваливается вот тяжелое, вот, которые вот, да, вот ваши коллеги, вот, когда вот напрягают и так далее, от этого человек устает. И если это очень долго длится, вот этот стресс, да, это называется дистресс. Вот этот дистресс, раздражительность и смирение, да, с этим, то, что у всех так и так далее, приводит к депрессии. Ага. И здесь на самом деле без врачей, без специалистов очень сложно выйти из этого состояния. Поэтому мы всегда должны на этом этапе, даже если на этом этапе, да, когда мы это все в себе ловим, да, что у нас вот это выгорание, мы должны что делать? А? Да, мы начинаем анализировать, стоп, что-то не так, что-то не идет не так, и мы начинаем заботиться о деньги, вот способы себе помочь. Какие? Давайте быстренько посмотрим. У нас время. Угу. Какие способы себе помочь? Давайте все распишем. На вот этих этапах. Если мы это у себя выявили. Как мы себе можем помочь? Как вы себе помогаете от усталости, скажем так? А? Угу. 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 А вот конкретные действия какие? А? Смена обстановки, да? Например, что это? Путешествие, да? Ну, например, путешествие. Так, еще что? Или смена работы, да, Манна? Смена работы тоже входит. Ну, тут отпуск. Еще что? Хобби, да, хобби тоже нас ресурс дает силу. Что еще? Общение с кем? Общение с друзьями. Друзья бывают разные, есть знакомые люди. Есть друзья, после которых у тебя состояние улучшается, да? Ага. Есть друзья, которые наоборот отнимают. Ну вот, такие жалуются на жизнь, да, плачут, ноют. Это все отнимает вашу силу. Да? То есть мы, если мы в таком самом состоянии, да, сами, мы должны общаться с друзьями, у которых мы вдохновляемся, да, счастливы, с которых мы получаем силу. То есть фильтруем. Дальше что? Что нам дает силу еще? Это смена обстановки, дети ведь. Здоровый сон, дека. То есть, если мы спим, мы обычно должны по физиологии, да, спать до границы, до 11 часов вечера, да? Чтобы вот этот гормон мелатонин, он выработался вовремя. А если поздно, уже поздно. Поэтому мы дисциплину здесь обязательно до 11 часов спать. Дальше, да, питание тоже смотрим, да? Да, тут питание и витамины пускай будет, да? Музыка, вот это танцы и так далее, да, вот это искусство, скажем, да?
искусство тоже хаир. Ага, вот искусство. Да все. Что еще вам дает силы? Да, спорт. Кто-нибудь спортом занимается? Мгм. Ну, да, спортом нужно, ну не нужно, а желательно подружиться. Очень много ресурсов дает. Еще природа, да. У нас, конечно, зимой сложновато, но природа дает колоссальную силу тоже нам. Общение, взаимодействие с природой. Ага. Все, да? Достижение целей, пусть и маленьких, да? Мгм. Обязательно себя нужно что? Хвалить, поощрять. Как вы себя балуете? Шопинг. Это мой, да. Ага. Шопинг где-то. Что еще? Как вы сладости покупаете? Что еще? А? Ага. Поход в салон, перехорашивание. Мгм. Как вы часто тогда себя балуете? Такой вопрос. Это хорошо. Каждый день. Ага. Мгм. Так, и видео можно, да, посмотреть? Или нет? Костер был, да? Быстренько видеоролик, который я хотела показать в начале, да? Посмотрите, общая вот теория, скажем так. Звука нет, но вот что такое эмоциональное выгорание у медицинских работников? И потом подытожим. Развитие эмоционального выгорания характерно. Отказ от потребностей, не связанных с работой, вытеснение из сознания переживаний неудач, увеличение социальных контактов.
Вот так вот. Вкратце, давайте подытожим. Какой человек больше подвержен выгоранию? Какой именно человек? С какими особенностями? Человек, который не умеет говорить «нет», берет на себя все, да? Еще что? Который? Вот первое упражнение, которое работники, которые... Нет. Вот смотрите. Работник, который всегда что? Терпит. Все терпит. Понятно, да? Ага. То есть тот человек, работник, который все терпит, несмотря ни на что, да? Он вот по этим этапам быстрее выиграть те, которые вот умеют говорить нет, выстраивать свои границы, заботиться о себе и работу делает во время работы, скажем так, ну вот дисциплина, и которые, да, забота. Примерно так. У нас время заканчивается, да? Ага. Ну вот так быстренько в общих словах. Вам понятно, да, или что-то непонятно? Понятно. Так, давайте все Берегите похлопаем. себя, не доведите себя до такого состояния. Не выгорайте. Да. Спасибо большое вам за очень хороший мастер-класс. И вот от нас маленький подарок. Ага. И сейчас не расходимся. Минут через 5-10 у нас будет торжественное закрытие. Хорошо? Можете немножко погулять, но далеко не уходите.